Уважаемые друзья, рад приветствовать всех собравшихся и объявить заседание Высшего Совета открытым. С приветственным словом выступает председатель Абхазо-Абазинского конгресса, ученый и меценат, общественный деятель Муса Экзеков. В заседании принимают участие члены Высшего Совета из Абхазии, России, Аджарии, Турции, Иордании и Германии. 2021 год для конгресса выдался насыщенным и плодотворным. Несмотря на введенные в Абхазии ограничительные меры, деятельность ВАК продолжалась, но с учетом эпидемситуации. С начала 2021 года осуществлено значительное количество инициатив, направленных на развитие и укрепление этнокультурных ценностей, истории, этнологии, традиций, сохранение нематериального культурного наследия. Совместно с уже действующими местными отделениями в населенных пунктах Абхазии была проделана большая работа по реализации проектов, ориентированных на развитие гражданского самосознания. Эта активность охватывала такие направления, как культура, спорт, здоровье, воспитание и развитие детей, благоустройство территорий, бережного отношения к окружающей среде и экологии. Для обеспечения более эффективной реализации поставленных задач коллектив ВАК в этом году укрепился 2 новыми сотрудниками. Существенный вклад в реализацию повестки Конгресса внесли члены Высшего Совета. Цикл лекций об истории, культуре и этнологии абхазов. Международная научно-практическая конференция в КЧР с участием Вячеслава Чирикова. Договор с Санкт-Петербургским государственным лесотехническим университетом. Это лишь малая часть проделанной работы. Среди памятных мероприятий, проведенных в 2021 году, традиция зажжения поминальной свечи Ащамака и акция «Аллея памяти». Еще одним важным событием стала встреча президента Аслана Абжания с Мусой Экзековым. Кроме того, в текущем году ВАК продолжил работу по расширению местных отделений. За текущий период было открыто более 10 местных отделений Всемирно-Абхазо-Абазинского конгресса на территории Республики Абхазия в таких селах, как Калдахвара, Мгудзурху, Бахмаран, Кындых, Блабурху, Атхара, Пицунда, Бамбора, Бзып, Ац и Ачандара. Благодаря активной деятельности местных отделений был реализован ряд крупных мероприятий, акций, социально значимых проектов. Например, закладка аллеи памяти из более 85 деревьев в новом районе города Сухум в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Активную работу проводит и региональное отделение Конгресса в Санкт-Петербурге. За текущий год здесь было организовано и проведено множество мероприятий, основная цель которых – популяризация информации об абхазо-абазинском народе. Мы наладили взаимодействие с правительством Санкт-Петербурга, а в частности с Комитетом по делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями, с Домом национальности Санкт-Петербурга, с молодежными центрами, там их несколько у нас подписано соглашение. Взаимодействие с вышеперечисленными организациями позволяет нам рассказывать об абхазо-абазинском народе, нашей истории, культуре, традиции, собственно говоря, жителям Санкт-Петербурга. По поручению Мусы Хабалевича и в целом по его задумке аппарат активно работал совместно с видными абхазскими и абазинскими учеными над разработкой новой программы сохранения и развития родного языка, истории и литературы до 2026 года. Конгресс уделяет большое внимание благотворительности. Среди реализованных проектов – продовольственная помощь Гудаутскому ковид-госпиталю и медицинская помощь Гагарской больнице. На заседании много говорилось и о планах на 2022 год. Продолжение работы по открытию местных отделений на территории Абхазии, учитывая эпидемиологическую обстановку. Помимо процесса учреждения местных отделений, важное значение имеет деятельность самих местных ячеек. Традиционно планируется активное участие в ежегодных календарных мероприятиях государственного масштаба. Информационный портал Конгресса вещает на 6 языках. За текущий год его посетили 82 тысячи человек. Было опубликовано более 400 статей. Кроме того, на встрече был озвучен отчет о финансовой деятельности Всемирно-Абхазо-Абазинского конгресса. Финансово-хозяйственная деятельность Конгресса в 2021 году проводилась за счет пожертвований, поступавших от председателя Высшего Совета Мусы Хабалевича Экзекова. Суммарно пожертвования на реализацию деятельности Конгресса и гуманитарные проекты в период с 2018 по 2021 годы составили 71 миллион рублей, в том числе средства, поступившие на расчетный счет, и расходы
произведенные за счет личных средств жертвователей в интересах Конгресса. На встрече отмечалось, что в случае благоприятной эпидемобстановки в мире международная деятельность по открытию зарубежных, региональных и местных отделений обязательно продолжится. И, конечно же, не остановится проектная работа Конгресса. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.